Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как водитель «Газели», перевернувшись, сделал огромную порцию салата прямо на проезжей части. Ее замотало вправо, влево, раз, два, три и на боку. Цена здоровья. Давление скачалось, там. Водитель Нивы, почувствовав себя плохо, протаранил 3 автомобиля. А он потому что летел так, бух-бух-бух, только удары слышались. Расскажем, что решил суд в отношении обвиняемого в обмане сотен человек больше, чем на 30 миллионов рублей. Он жулик во всей марке. Наглый, бессовестный человек он. Это и не только в ближайшие 10 минут. Растерял товар по дороге. На улице Гвардейской водитель «Газели», не справившись с управлением, опрокинул грузовик на бок. От удара об асфальт кузов автомобиля был поврежден, а овощи, что там находились, в один миг рассыпались по проезжей части, превратившись в огромную груду салата. Пока водитель и пассажир думали, как собрать уцелевший товар с дороги, автоинспекторы задались совсем другим вопросом: кто сидел за рулем? Альбина Минибаева с подробностями происшествия. Лежащую на боку поперек дороги «Газель» на колеса поставили очевидцы. Она сильно мешала проезду машин, перегородив проезжую часть. Они же и рассказали, как все произошло. «Газель» ехала с той стороны и на большой скорости. И ее замотало вправо, влево, раз, два, три и на боку. Вальсировала «Газель» подобным образом несколько метров, рассказывают очевидцы. Добавляем, что двигался водитель автомобиля на высокой скорости, не думая ее сбавлять даже тогда, когда начал терять контроль над управлением и машину стала вести из стороны в сторону. И вот примерно где второй столб там начинается, и на боку она все летела. Она перевернулась, овощи все это разбросала. Здесь была машина выезжала, и прям вот, если бы еще метр, и в него бы это все... Не задели. Все, что уцелело, водитель и пассажир снова постарались погрузить в «Газель», думая при этом, что делать с испорченным товаром. А вот прибывшие на место случившегося инспекторы задались вопросом: так кто же из двоих мужчин находился за рулем? Этим же вопросом задавались и те, кто поднимал грузовик. Где водил? Водитель где? Со слов очевидцев, мужчина, уверявший, что он был пассажиром, находился в изрядном подпитии. Водитель так маневрировать начал, все. Я просто сидел, почти заспал, поэтому... Кто находился за рулем автомобиля, из-за чего опрокинулся грузовик, теперь предстоит выяснять сотрудникам автоинспекции, а владельцу товара подсчитать полученный ущерб. Альбина Минибаева, Динара Камалова, Азат Самигуллин. Вызов 112. Протаранил 3 автомобиля. Серьезное ДТП произошло сегодня днем на улице Мира. По предварительной версии, водитель Нивы потерял контроль над собой, а затем и над машиной, что в конечном итоге и привело к ДТП. Очевидцы рассказали Салавату Мухаммадуллину, как все было. Он мне бочину свез просто. А вот этих уже конкретно он там начал. Все произошло так быстро, что водители не успели ничего предпринять, чтобы избежать аварии. Отечественный автомобиль на ходу задел сразу несколько машин. Движение на этом участке было весьма плотным. Была пробочка такая небольшая. А он, как он утверждает, что плохо газ придавил, управление потерял. Он потому что летел так, бух-бух-бух, только удары слышались. Я говорю, вообще. А какая скорость там была, не знаете, Ну, у нас была километров 20. У него, наверное, раза в 3 побольше, может 60, может 40, где-то так. Но он этот хорошо догонялся. Зацепив Део Джентра и Рено Кангу, водитель Нивы остановился лишь после столкновения с Ладой Калина, хозяин которой сделал все, чтобы участников аварии не стало больше. Я его в зеркало-то увидел, хорошо шел. И у меня спереди там хорошая иномарка была. Я по тормозам успел нажать, чтобы уж совсем домино не сыграть. Вас не отбросил, я уперся. Причину такого странного вождения водителя Нивы участники аварии выяснили довольно быстро. Мужчину подвело самочувствие. Плохо стало. Давление скачалось, плохо стало. После столкновения вероятный виновник ДТП пришел в себя. Помощь медиков никому не потребовалась. Салават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Серьезная авария произошла на трассе Казань-Альметьевск. Там столкнулись 3 грузовых автомобиля. По предварительной версии, водитель КАМАЗа, двигаясь в сторону Оренбурга, выехал на встречную полосу, обгоняя грузовой автомобиль. Однако мужчина не рассчитал расстояние и столкнулся с едущим навстречу грузовиком. От лобового столкновения его отбросило на грузовой автомобиль «Мерседес». В результате ДТП пассажир «Мерседеса» получил незначительные травмы. Обманул свыше сотни человек на десятки миллионов рублей. В Ахитовском районном суде Казани огласили приговор 46-летнему Виктору Килигину, обвиняемому в организации 3 финансовых пирамид. В них, по версии следствия, он привлекал деньги горожан, обещая им хорошие проценты. О вердикте суда расскажет Айрат Назипов. Он жулик высшей марки, наглый, бессовестный человек он. Такого мнения придерживаются многие потерпевшие. Всего от рук злоумышленника пострадали 137 человек, многие из которых пенсионеры. Бывало, что люди, поверив обещаниям, вкладывали в его организации «Финанс-кредит», «Кредитный социальный центр» и «Центр финансовой поддержки» последние деньги, в надежде потом забрать свои сбережения с высокими процентами. Однако вместо этого некоторые из них получали проблемы со здоровьем на фоне перенесенного стресса. Сколько людей страдало, потому что некоторые погибли, по-моему. Я сам в прошлом году в больницу лег из-за него жулика. Будь он проклят. Следователи установили, 4 года с 2007 по 2011 эти организации действовали по принципу финансовых пирамид. Первым вкладчикам деньги выплачивались из средств, внесенных другими. Это действовало и как реклама. Люди рассказывали о выгодных вкладах своим знакомым, привлекая их в число вкладчиков. В итоге общий ущерб составил свыше 30 миллионов рублей. Обвиняемый принимал личное сбережение граждан и обещал им выплату вознаграждения в размере 120% годовых под видом выдачи займов другим вкладчикам под еще более высокий процент. Вместе с тем, он не имел намерения выполнять взятые на себя обязательства. Килигин сообщал потенциальным вкладчикам ложные сведения о высокой доходности деятельности кооператива, его надежности, о застрахованности вкладов и необоснованно высоких процентов компенсации, начисляемой на сумму вкладов, а также гарантированном возврате не только всех вложенных средств, но и дополнительного дохода в виде начисленных процентов. Оглашение приговора по этому делу растянулось на 2 дня. Виктора Килигина обвиняли по статьям мошенничества, а также присвоения или растрата. Если по последней он был оправдан, то в мошенничестве его признали виновным. В итоге подсудимого приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить все задолженности перед вкладчиками, которые сами подали иски о возмещении ущерба. Наследники скончавшихся вкладчиков могут подать в суд на возмещение ущерба в частном порядке. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Государственное обвинение запросило почти 25 лет лишения свободы для жителя Тукаевского района, обвиняемого в нападении на девочек в Казани. В Московском районном суде проходит к финалу рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего Илфака Галиева, к слову, отца 3 детей. По версии следствия, он приехал на сессию, был студентом одного из вузов. 11 октября 2016 года, будучи нетрезвым, напал на 2 малолетних школьниц и учащуюся одного из вузов города Казани. Над одной из них он пытался надругаться прямо в подъезде. Вторую, когда та стала открывать дверь ключом, он втолкнул ее в квартиру, где надругался над ней. В тот же день злоумышленник, заметив возле одного из домов на улице Кирпичной несовершеннолетнюю студентку, схватил ее сзади и попытался изнасиловать. Однако девушка оказала активное сопротивление и сумела привлечь внимание прохожих. Сейчас Илфака Галиева обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Государственный обвинитель попросил назначить ему наказание в виде 24 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Из них первые 5 лет в тюрьме. Необычных пешеходов зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей на Оренбургском тракте в Казани. Утка с выводком утят перешла дорогу на глазах у многочисленных водителей. Несмотря на то, что птица вела свое семейство не по пешеходному переходу, все участники дорожного движения успели разглядеть необычных нарушителей правил дорожного движения и вовремя остановиться. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.